Кангазда Халк Oyun Festivalin manası açıklama. Аңгы rolü oyunlarlar halk oyunları yevlatların yaşamasında hem tabir niyet ki diriltme halk oyunlarını. Etnofest Kangaz festivalinde 12 kolektif pay aldı. Onlar Gagauziyada yaşayan halkların oyunlarını gösterdiler. Her bir oyun misafirlerin canlarında iyi duyguları bıraktı. Oyuncuların milli kostümleri hem profesyonel beceremekleri sevindirdiler seyredicileri. Etnofest Kangaz Festivali yaratıcılık, dostluk hem becermek yortusu oldu. Festivalin paylanları kendini göstermeye kolaylık kabul ettiler. Seyrediciler de halk oyunların güzelliğine mayıl oldular. Etnofest Kangaz Festivali gösterdi aynı oyunlar, müzika yardım edirler dostluk köprülerini kurma. Скажи, пожалуйста, какие танцы народов, проживающих в Молдове, ты знаешь, какие из них тебе нравятся? Я знаю такие народные танцы, как гагаузские танцы, молдавские и болгарские. Мой любимый танец — это, конечно же, гагаузский, в котором в Гагаузии я проживаю, и я очень люблю его танцевать. Как он называется? Гагаузский танец хора. Почему ты считаешь, что и молодежь тоже должна знать те танцы, которыми когда-то увлекались, которые когда-то танцевали наши предки? Я считаю, что дети особенно должны знать наши народные танцы, потому что дети — это наше будущее, и они должны также, когда вырастут, продвигать свои народные танцы и культуру. Помню, когда я была маленькая, когда мы приезжали к бабушке в село, она всегда, вот какой-то праздник, включали музыку, и она всегда нас подбадривала, чтобы мы всегда шли и танцевали, и обучала нас этому творчеству. Я очень желаю и очень хочу, чтобы молодежь ни в коем случае не стеснялась этого, и, конечно же, все чаще и больше продвигала это, и других тоже подключала в это действие. Я знаю, что у нас есть танцевальный коллектив «Алтын Чешмя» в Доме культуры, и многие ученики нашего лицея туда ходят и учат народные танцы. Алтын Чешме коллектиvi anıldı bütün Gagauziyaya. Buraya gezerler uşaklar türlü yaşlarda. Аңгы oyunları onlar beraber kendi üreticileriyle öğrenirler. Bugün bize anlatacak Marina Ilinchna. Marina Ilinchna, varınca mı bize söylerseniz nice kuruldu Алтын Чешме коллектиvi, аңгы oyunları oynuyor? Танцевальный коллектив «Алтын Чешмя» образовался еще 14 лет назад. Это был один особенный день, когда мама меня привела в этот коллектив. Я когда попала туда, я сразу поняла, что это мое. Мы танцуем самые разные танцы. Это молдавские, гагаузские, болгарские. Тебе какие танцы ближе твоему духу? Ну, мне, само собой, ближе гагаузские танцы, так как гагаузские танцы отражают мою нацию, мой народ, мою культуру. И поэтому я очень дорожу своим народом. Аңгы oyunlar için varınca bize bir anladasın, var mı onların adları, hem var mı bu oyunların kimi özellikleri? У нас есть гермек oyunu. Этот танец нам помог поставить один из лучших хореографов, Константин Афанасьевич, которого на данный момент нет с нами, но этот танец отражает полностью культуру Гагаузии. Каждое движение, каждый ритм, каждая работа руками полностью отражает нашу гагаузскую культуру. И поэтому мы этим танцем очень дорожим. Это особенный танец. Аңгы oyunları Gagauzlar en sık beki oynarlar düğünlerde, başka yurtlarda аңгы oyunları en pek severler beki Gagauzlar. Çünkü girmek oyunu bu bir avtorluk oyunu. Ama var mı böyle oyunlar sizin kolektivinizde? Аңгыларны uşaklar en sık oynarlar, insanlar da en sık oynarlar türlü yurtlarda. У нас есть танец на бочке, знаменитая бочка, на которой, наверное, танцевала вся Гагаузия. И каждый раз, когда мы
нас заказывают на свадьбы, то каждый раз просят бочку, потому что это уже традиция работать на каждой свадьбе на бочке. И гости с большим желанием готовы танцевать и отдаваться на полную. А в чем уникальность этого танца? Уникальность этого танца в том, что этот танец, во-первых, очень зажигательный, и, во-вторых, мы привозим бочку, на которую можно встать и станцевать от всей души. Ангы ойындарда варынглары та деделерден калды. У нас есть танец керацуй, который также используется на свадьбах. И поэтому мы решили поставить этот танец также у нас в коллективе. И этот танец отражает наш народ, нашу культуру, традиции. Bizim dizilerimiz pek severdiler bu halk oyunlarını. Onları vardı nice sık görmeye ama şimdi gençler duyuyorlar mı bu sevgiliyi bu halk oyunlarına? Siz ne sayıyorsunuz? Да, сейчас я заметила то, что детей все больше и больше приводят на танцы и все больше пытаются внедрить детям, что надо сохранять свою культуру, надо сохранять свои традиции, и поэтому приводят своих детей к нам на танцы, чтобы мы с ними занимались и чтобы сохранить все эти обычаи. Ne varınca adasın hepsi gençlere ki onlar her zaman çekilsinler bu halk oyunlarına ki onlar korusunlar halk oyunlarını hem ilerletsinler. Хотелось бы, чтобы больше детей приводили на танцы в коллектив. Мы всех очень ждем, так как это история нашего народа, и хотелось бы, чтобы из поколения в поколение это все переходило. Если взять, например, танцы всех народов, проживающих в Молдове, как вы думаете, в чем уникальность гагаузских танцев? Уникальны тем, что там отражает традиции и культуру народа. Молдавский, думаю, тем, что он зажигательный, и там много разных и красивых движений. Ну, гагаузский, там мелодия тоже другая. В молдавском она более энергичная, громкая. И в молдавских танцах мы больше поднимаем ноги, чем в гагаузских. А гагаузские чем уникальны тогда? Ну, в некоторых гагаузских песнях поются слова на гагаузском языке. И это вам нравится? То, что слова, и можно понять, о чем, что хотел передать автор. В гагаузских танцах своеобразное движение. А молдавские, они более энергичные, зажигательные. Я хочу сказать про болгарские танцы. В болгарских танцах там именно надо высоко поднимать ноги. И это жесткий танец, динамичный, энергичный, так же, как и все остальные танцы. Но также мы танцуем их в ремнях, что тоже показывает культуру народа. А в этот век технологий довольно редко можно увидеть, когда молодежь все-таки вот увлекается чем-то таким, что символизирует собой культуру. Почему вот вы свое время свободное уделяете именно танцам? Ну, мне очень нравится танцевать, потому что это очень красиво, и когда ты танцуешь, ты свои эмоции выражаешь в этом танце. Танцы очень помогают двигаться. Это как спорт второй. Танцы своеобразные, не как футбол, баскетбол. Там очень энергичное движение, и мне нравится танцевать. Я уделяю свободное время танцам, потому что там можно передать свои эмоции во время танца. И это как спорт, да. Там можно заняться здоровым образом жизни. Мне по душе больше национальные танцы, ну, потому что мне нравится музыка и танцевать народные движения. Ну и теперь ваше пожелание всей молодежи, что, может быть, и они тоже заинтересовались, и ваши ряды были многочисленнее. Занимайтесь танцами и продвигайте культуру разных народов. Занимайтесь танцами, чтобы узнавать, какие движения передают гагаузскую, молдавскую культуру.
занимаюсь танцами, чтобы знать историю своего народа. Занимайтесь танцами, чтобы знать культуру народа. Я занимаюсь национальными танцами, потому что тут был мой брат, мой двоюродный брат. Все мои родственники ходили, я тоже решил пойти, и мне очень понравилось. Я видела, как танцевали старшие, мне понравилось, я тоже пошла на танцы. Какие танцы больше всего вам нравятся? Может быть, вы скажете их уникальность, в чем особенность? Мне нравится вот танец, который мы учили, молдавский. Он очень красивый, зажигательный, много красивых движений. И, в принципе, он быстрый, этим мне очень нравится. Как называется? Хора Калсут. Какой танец тебе нравится? Мне тоже этот танец нравится, потому что он энергичный, самый новый, и мы больше всего его любим. Мне также нравится этот молдавский танец, потому что он очень красивый, и когда смотришь его, так радостно становится, и хочется самому танцевать. А какие танцы еще танцуете? Сюита, чекирга. Сегодня мы вам представим чекиргу. Чекирга уникальна тем, что она необычная. В чем уникален этот танец? Он уникален, потому что там поется песня, и мы танцуем под слова. Это единственный танец, где мы танцуем под слова. Ben bilirim çok türlü gaguz oyunları. Bilirim tansival kolektifleri, altın çeşme, düz hava, чекирга, лале, эльвейс, çok türlü гагауз oyun коллективleri. Мне нравятся народные танцы, так как, мне кажется, народные танцы объединяют все народы, и когда каждый человек находится на сцене, он как будто чувствует себя частью вот этой сцены, вот этого мира маленького, и благодаря танцу люди как будто бы объединяются в одну большую семью, поэтому я очень люблю именно народные танцы. Например, наш коллектив «Алтын Чешмя» постоянно танцуют какие-то интересные танцы, представляют нашу гагузскую культуру, и я очень люблю смотреть на эти красивые танцы. Народные танцы, например, какие-то современные танцы тоже очень люблю. Сегодня у нас есть уникальная возможность встретиться и узнать о коллективе «Лале». Он известен далеко за пределами Молдовы. Сегодня руководитель этого коллектива Мария Георгиевна нам расскажет, когда создан был коллектив, сколько сегодня занимается участников и какие танцы они сегодня ставят на сценах. На данный момент с начинающей группой около 40 человек. Мальчиков, правда, всегда, как всегда, наша боль меньше. Много девочек, но единицы ребят очень хорошие. Как говорится, лучше меньше, да лучше. Коллектив мы всегда представляем танцы народов мира. У меня есть дети, и я сама люблю неоднозначные танцы. У нас являются и Испаньола, и Грузия, и Гагаузия, и Молдавия. В общем, на что мы находим деньги, шьем костюмы, то и мы представляем. Мы представляем, наш коллектив, когда ездит, мы представляем наше село, гордость нашего села. Мы представляем наш район Камрадский, мы представляем нашу красивую Гагаузию, мы представляем нашу прекраснейшую республику Молдавию. Я горда тем, это не просто громкие слова, я горда тем, что я родилась здесь, в Молдавии, и живу по сей день. И работаю. В июле месяце было 49 лет, как я руковожу своим коллективом.
после того, как создан был коллектив Илья Ивановичем, прекрасным руководителем Илья Ивановичем Соколы. Я была участницей, ну теперь, как мой Саша говорит, мама, так ты держишь уже полвека лале? Я говорю, нет, еще не полвека, но 49 лет уже держусь. Я горда своими детьми. У меня уже танцуют внуки моих первых участников, скажем, лале. Я очень строга, я очень требовательна, так как меня учили мои педагоги. Начиная с костюмации, прически. Короче, не будет дисциплины, не будет успеха в коллективе. Ну вот так. Полувековой юбилей – это уникально на самом деле. В чем особенность танцев коллектива «Лали»? В чем особенность? Я приучаю своих детей к большой грамотности, к профессионализму. Рассказываешь детям, если ручкой повела, ты знаешь, для чего повела. Взгляд должен соединяться с ручкой. Ну, большой профессионализм. Я говорю, начиная с костюмации, как завязан фартушек, как одеты дети, как прическа. Все должно быть одинаково. Я всегда преклоняюсь перед нашими академическими ансамблями на Украине. Вирского ансамбль, наша «Березка», наш коллектив, говорю, Советского Союза России в данный момент, Игоря Моисеева, «Жок». Я приучаю детей, чтобы они видели это и старались так же быть. Иначе, какой бы фольклор ни был, он должен быть грамотный, красивый, хороший, и любой танец должен о чем-то говорить. Любое движение ноги, головы, руки, о чем. Ведь танец – это не мой разговор со зрителем. Ну, вот такая особенность в моем коллективе. А какие танцы хотели бы подчеркнуть сегодня в особенности? Есть ли визитные карточки у коллектива «Лали», танцы, которых знают везде и которых просят и ждут? Но у нас, я очень люблю свою гагаузскую сюиту, где начинается женская часть, очень нежная, красивая, потом с переходом на кираца хаваса, когда тройками танцуют, ведь там целая история тройками. Я сейчас не буду рассказывать, я неоднократно рассказывала, а потом кадынжа. Кадынжа танцуется никогда не взявшись за руки. Кадынжа – это отдельная история. Вы ни на одной свадьбе не увидите, что мужчина и женщина работали, танцевали рука, взявшись за руки. Ведь там считается, женщина показывает свою пластичность отдельно для мужчины танцует, а мужчина свои виражи показывает для женщины. Поэтому огромнейшая ошибка наших гагаузских танцев именно кадынжи, что танцуется, взявшись за руки. Нету такого. Это, в принципе, визитная карточка. Но теперь у нас новая визитная карточка появилась. Сюита «Танец дружбы», где мы начинаем с болгарской части, потом переходит под песню «Иона Бас». Прекраснейшее исполнение, прекраснейшие слова, очень хорошая музыка. «Шейно энергогаузлар». А в конце мы даем песню «Плай Натал», «Родной край», где очень красивые слова на русском, на молдавском языке, бывает и на болгарском языке. Ну, я очень люблю этот танец. Короче, мы показываем трехнациональную гвардию нашей прекрасной страны Молдавия. Да не будет громко сказано, но наша Молдавия очень красивая страна, и у нас прекрасные дети. Об остальном мы не будем говорить. Ваше танцевальное искусство раскрывает всю палитру народов Молдовы. Я хочу узнать, что нравится, какие танцы нравятся участницам вашего коллектива. Анечка, скажи нам, пожалуйста, какие танцы тебе нравятся и как давно ходишь в коллектив? Ну, я занимаюсь с 5 лет, то есть уже 11 лет. И нету танца, который не нравится или нравится. Все танцы одинаковы. Потому что танцуя, мы чувствуем себя, свою душу. Мы посвящаем свою жизнь этому танцу. И выбрать один среди множества невозможно. У нас сегодня в программе принимают участие две сестрички – Влада и Маруся. Маруся, скажи нам, пожалуйста, как давно ты в коллективе и почему тебе нравится танцевать? Мне нравится танцевать, потому что народные танцы. Чем они тебе нравятся? Ведь дети выбирают разные увлечения. Почему у тебя именно танцы? Потому что народные танцы – это красивые танцы. Это не умирающие танцы, скажем, правда, Марусь?
фольклор и все. Чему вас учит Мария Георгиевна? Чтоб мы были умными, чтоб мы красиво танцевали. А что бы ты хотела пожелать другим детям? Может быть, и они тоже захотели бы прийти танцевать? Я бы хотела пожелать, чтобы они были хорошими танцорами. И здоровыми. Да. Влада, ваше пожелание всей молодежи? Чтобы хранили танцы, никогда не забывали, потому что это Народные наша танцы. история, наши традиции. Gaguz halk oyunları o öyle bir güzel oyunlar aslında kaldılar bize bizim dedelerimizden. Ona gösteriyorlar bizim kültürü. Bizim Gaguz halklarda var pek çok güzel tradisiyalar aslında geldiler bize bizim dedelerimizden ve şimdiki de vakitlerde şimdiki de insana onlara bakıyorlar. Нечет sayırsın ani uşaklar hem gençler de lazım bilsinler o yevelki halk oyunlarını. Çünkü o bizim historia, o bizim kültürümüz, o bizim historiyamız aslında biz lazım koruyalım, lazım herkese verilelim. Ben bilirim çok Gagavuz oyunları. Kadınca, biz toplanırız da oynarız şkolada, festivallerde oynarız. Hepsi oyunları naşı biliriz. Niçin sen seversin Gagavuz halk oyunlarını? Onlar bizi toplayla. Мне нравятся народные танцы, но они такие позитивные. Показывают, чем раньше, как раньше танцевали. Есть такие движения, которые убрали, но они сложные для них. Раньше танцевали и бабушки, и все хоры. И сейчас тоже осталось хоры, вот как традиция. Но есть некоторые движения, которые убрали. Хор Один Молдова – это всемирно известный танец, который очень известен именно в нашей Гагаузии. И даже мы в нашем лицее недавно на нашей площадке танцевали этот танец, и он как бы всех объединил в одну большую крепкую семью. Молодежь должна как бы развивать и сохранять традиции, потому что традиции – это наше прошлое, это наша культура, это наши традиции, и мы должны их ценить и уважать. И чтобы не забывать, мы всегда должны, вот, например, наш фестиваль, он как бы показывает, что каждая культура важна в нашем мире, и мы хотим, чтобы все культуры были объединены и дружили. И когда мы будем продлевать наши традиции, то и наша культура будет развиваться, и народ будет сплоченнее. Am organizat acest festival cu scopul de a întruni toți tinerii din regiune, pentru a le crea un spațiu comun ca să comunice, ca să danseze, ca să vadă momentele istorice care sunt prezentate și au fost prezentate astăzi în activitatea noastră. Activitatea a parcurs foarte bine. Sunt mulțumită și aș vrea ca elevii să continue să realizeze aceste proiecte și să aibă succes în această dimensiune a proiectelor. Umut veririz hani her yılın böyle bir şey bizde hep olacak. Arada sırada hani bir araya geliriz, dost oluruz, yeni köyler yerine uşaklarla buluşuruz, kolegalarla buluşuruz. Bu bize çok umut verir. Hani böyle bir şey bizim kültürümüz hep korunacak, hep uzalacak da biz uşaklara doğru yola öğretiriz. Kendim Gagavuz olduğum için ben Gagavuzların halk oyunlarını pek beğenirim. Oynamaya da beğenirim, dans etme. Bugün gördüğüm ki Ratsak havasını çok başka değişikli oyunlar. Birkaçını Seyf'te gördüm. Bulgar oyunları, Moldovan oyunları. Uşaklar pek güzel oynadılar.
ayırmayayım. Aslında kadınca, Kiratsa havası başka oyunları ayırmıyorum. Çünkü hepsini beğenirim. Hepsini güzel oynamaya savaşırız. Güzel oyunu da gördükçe daha ısınırım, canım ısınır, daha yakınlaşır. Kendimi onların bir parçası duyuyorum. Lidya, anlatasınız bize sizin kolektiviniz için ne zaman kuruldu, kaç uşak gezer, ne siz oynarsınız scenada? Ben işlerim 90. yıldan beri. Çok vakit artık. Bu kurum koyuldu Tayler'den binden. Ben kavradım Nazdeme Kızlağı'nın bu kolektivin adını ve götürüyoruz bugüne dek. Lidya, kaç uşak gezer sizin kolektivinize? Bizde pek çok uşak, 60 kadar. Ama bitki vakitler çocuklar o kadar istemiyor gelmek. Daha çok yok kızlar. Çocuklar biraz sakınırlar. Biraz istemiyorlar belki bilmem ki. Belki de zor onlara geliyor. Niye yaparsınız ki uşaklar çekilsinler? Kızlar da hem çocuklar da niye onlara söylersiniz? Niye öğretirsiniz onlara? Savaşıya süretme bizim Gagavuz adetlerini götürüyoruz hem tez gösterme nasıl halkın havaları, nasıl ona beceriye oynama hem götürme kendini bu dünyada. Hangi havalar en sevgili sizin kolektivinizde? Sizin peki vizit kartınız var mı? Hangi oyun? Nasıl deme, vizit kartımız belki yok ama biz severiz yer bir oyun oynama. Daha çok Gagavuz oyunu bizde var. Koyduk Moldovan oyunu da. Bulgar oyunu biz yok koyduk. Daha çok Gagavuz oyunu. Gagavuz oyunlarından hangileri için varınca bize biraz daha geniş anlatasınız. Siz hangi oyunlarını belki seversiniz? Daha çok horu deniyoruz. Çünkü orada çok insan toplaşıyor oynaya. Onun için biz daha çok horu. Elbette kadınca da. Yine o hem evvelki oyun. Kadınlar hem çocuklar, kızlar oynayalı bu oyunu. O da bizde biraz var sizin programımızda. Kadınca oyunusunun özelliğini de o neyle meraklandırıyor insanları? Kadınca oyunu. Kadınca oyunu ben sayarım hani bar işittiğimde hani çocuklar savaşıyorlar kadını çığırma oyuna hem göstermek kendi güzelliğini, kendi duygusunu, kendi karakterini. Siz hangi oyunu bugün gösterdiniz böyle? Yeni yıl bizde horuydu. Sonra da kurduk nasıl deme akşamlarda da hani topluş oluyor. Onun için de bucak akşamları öyle biz söyledik bugün. Bizim dansımız böyle oldu. Kızlar, siz hangi oyunları seversiniz bugünkü güne? Hederliyiz. O bize pek biz bilmeyiz onu. Niçin? No, o pek nasıl söyleme güzel. Biz hepsi bilmeyiz onu. Öbür oyuna da İslam, именно hederliyiz o как особенный. Çoktan mı gezersin bu kolektive? 7 yıl var. Sen çoktan mı gezersin? Уже 8 yıl buraya geliyor. Niçin seversin halk oyunlarını? Onlar pek güzel de ben pek beğenirim onları потому что ona gösteriyorlar bucanın güzelliğini. Var mı oyun hangisini sen yeni pek seversin? Hederliyiz. O pek güzel oyun. Hepsi gençlere niye varınca adasın ki onlar da çekilsinler bu halk yaratmalarına? İsterim söyleme hani ona çok oynasınlar ve
Oynama o pek güzel iş. Sen ne istersin söylemek hepsi gençlere? Unutmasınlar Gagavuz dansları, oynasınlar. Moldız bizde geçecek. Lidya, sizin de adamaklarınız nesi olacak? Hepsi insanlara, hem gençlere hem büyüklere. Hepsiciğine büyük sağlık. Onsuz hiç olmaz. Şenlik. Çünkü şenlik keyif veriyor, kuvvet veriyor elbette. Onun için bu oyunları olmazsa unutma. Halkımızın oyunlar, onlar evvelki işler. Onları biz tutalım aklımızda. Hem götürelim öteye doğru. Halk oyunları meraklı hem cimri. Onlarda temellenir halkın ruhu hem historiası. Tek yazık, uşaklar teknolojiya vakitinde pek az bilirler halk oyunları için. Halk oyunları yardım ederler terbiye etmeye moral temizliğini, ruhun zenginliğini hem yapırlar güydeyi daha güzel.